Здравствуйте, это программа «Православный взгляд» на телеканале ТУВА-24. Сегодня в студии Антоний Дулевич, руководитель миссионерского отдела Кызылской епархии. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Антоний. Перед нашей программой мы решили взять такую сложную тему, как личность самого Иисуса Христа. Да, мы в программах говорили о вере, говорили о разных священнодействиях, о том, из чего складывается духовная жизнь, церковная жизнь, но как-то вот, скажем так, не сконцентрировались на том, к кому все идет. Церковь существует для того, чтобы восстановить связь человека с тем, кто его создал, с тем, кто его любит так, как мы не можем никого любить, как вообще нас никто не может любить, с Иисусом Христом. Вот кто же такой Иисус Христос? Вот я вот, знаете, иногда иду по улице, и мне вслед кричат: «О, Иисус! О, Иисус!» Да? То есть можно подумать, что они считают, что я Иисус, да, или, ну, непонятно, да, что, ну, вот часто такое бывает. Сразу скажу, что Иисус Христос – это тот Бог, который создал всех людей и пришел в этот мир 2000 лет назад, став человеком. И вот Иисус Христос, мы говорим о том, что эта личность, это всеведущий, вездесущий Бог, который, как я сказал, стал человеком, который является Творцом всех людей. Вот можно начать с того, что Иисус Христос – это Творец. Что это значит? Это значит, что Он создал небо, землю, Он создал всю Вселенную, Он создал каждого из нас. И вот тут кто-то скажет: ну как же так, меня же мама и папа создали, да? Вот каждый родитель, вот у меня есть дети, да, тоже, может задаться вопросом: могу ли я создать кого-то? То есть из чего состоит человек? Человек состоит из тела, из души. Могу ли я взять, создать душу, создать тело, все это соединить? Да? Я вот скажу, что я не могу создать. Моя жена тоже не может создавать людей. Да, то есть мужчина и женщина, скажем так, только почву подготавливают. Бог уже создает внутри материнской утробы живую душу, живое тело, соединяет их и получается человек. Недаром, да. Антоний, говорят, да. Ребенок – дар Божий. Да, то есть мы видим, что Бог – творец каждого человека, который живет на земле. Поэтому каждый человек может стать Богу родным. То есть каждый человек, он дорог Создателю, дорог Господу, и поэтому вот мы начали говорить, что Бог творец, да. И вот я как бы уточнил, да, вот. Потому что многие, может, скажут: как же так, мы верим, вроде говорим в Святую Троицу и в Иисуса Христа, вот как это вот все совместить? Бог открыл себя, что Он есть Троица, то есть Отец, Сын и Святой Дух. Не три Бога, но один Бог. Мы называем Троицу единым Богом. Что значит един? Единство подразумевает наличие не одной личности, но нескольких. Да? Вот если меня спросить: я один, я скажу: да, я один. А если спросят меня: един, я спрошу: един с кем? То есть в Троице есть единство. Отец, Сын и Святой Дух. Да. Христос где? Вот мы крестимся, да, на крестное знамя наносим. Вот эти три пальца, они символизируют Троицу: Отец, Сын и Святой Дух. А вот эти два пальца, они символизируют Сына Божия, который есть истинный Бог и истинный человек. И ради нас с неба вот к нам Он спускается. Вот. Поэтому мы верим в Святую Троицу, единого Бога. И Бог Сын, один из Святой Троицы, 2000 лет назад Он воплотился и стал человеком. Вот. Поэтому мы, если скажем, что Бог Троица, Творец этого мира и каждого человека, мы не ошибемся. Если мы скажем, что Сын Божий, Иисус Христос, является Творцом этого мира и Творцом каждого человека, мы не ошибемся. У Сына, Отца и Святого Духа одна воля, одна природа, одна слава. Вот. Но именно Сын стал человеком. И вот прежде как бы вот всего я скажу... Стал человеком Иисусом Христом, правильно? Да, то есть стали, вот мы называем Сына воплотившегося Иисуса Христом. После того, как Сын воплотился. Зачем Бог стал человеком? Мы говорим, что Бог есть Творец, да? Бог есть Дух. Вот Святая Троица, да? Бог Отец – это Дух, Бог Сын – это Дух, и Бог Святой Дух – это Дух. Но вот Бог Сын, Он стал человеком. Для чего? Мы знаем, вот любого человека подойди на улицу, спроси, большинство скажет, что да, Бог создал человека, были первые два человека, их называли Адам и Ева, да, их имена.
изначально, когда Бог сотворил этот мир, до того, как Он создал эту вселенную, Он создал невидимый мир ангелов. И вот один из ангелов, которого звали Люцифер, он возгордился, захотел быть на месте Бога, и в итоге архангелом Михаилом он был как бы вот скинут оттуда с небес. И этот злой, уже ставший злым ангел, совратил треть добрых духов, которые пошли за ним, их мы называем демонами, бесами. И вот с тех пор началась война темных сил, да, демонов, дьявола, покровителя демонов, с Божьим творением, с человеком. Хотя человек еще не был создан на тот момент. Да. Так вот, после того, как Бог создал человека, Он вселил человека в рай. Человек находился в блаженстве, находился в близком богообщении. Но вот дьявол позавидовал, он вошел в рай, да, вошел в змею. Мы не буду подробно останавливаться, было искушение жены Адамовой, да, которая потом впоследствии уже получила имя Евы. И вот когда первые люди согрешили, они потеряли близкую связь с Богом. Изменилась человеческая природа. То есть изначально человек был создан бессмертным, он не мог болеть. Человек управлял природой, управлял зверями, животными. А после того, как люди согрешили, он эту власть потерял. В Писании сказано, что человек был одет в кожаные ризы, то есть вот в некую такую духовную оболочку, из-за которой мы не видим того духовного мира, который рядом с нами. Вот сейчас в студии, вот здесь стоит мой ангел-хранитель, ваш ангел-хранитель, но мы их не видим. Да? Потому что если бы мы увидели, мы бы ужаснулись бы от величия и славы их. Может быть, где-то тут демоны ходят, мы их тоже не видим. Вот. То есть вот эти кожаные ризы, они закрыли от человека духовный мир. Люди стали болеть, стали умирать, пришла в мир смерть. И вот человек изменился, и он уже не может быть близко-близко с Богом, потому что есть грех, а Бог – это безгрешная, да, личность, а человек – это грешное существо. Не может соединиться грешное с безгрешным. Человек стал смертным, потому что смерть – это как следствие греха, она поразила весь человеческий род, начиная от Адама. Не может соединиться бессмертный со смертным. И вот человек по отношению к Богу стал, знаете, как вот такая пушинка. А Бог – это кто? Это Дух, который всей своей славой наполняет Вселенную. Если человек встретится с Богом в таком состоянии, вот если Бог вот во всей своей славе предстанет, человек просто сгорит. И вот такие три пропасти между Богом и человеком выросли. Это то, что человек изменилась природа человеческая, да, грех и смерть. И люди были изгнаны из рая. Вот эта катастрофа, которая случилась более 7 тысяч лет назад, мы из этой катастрофы сидим здесь сейчас, на этой земле, не в раю, не в блаженстве, а вот здесь вот. Болеем, умираем. Все это из-за того, что согрешили наши прародители. И вот эта вот печать греха, печать смерти, она передается каждому человеку, который приходит в этот мир от Адама. Так вот, 5500 лет люди жили без рая. Ну, в принципе, не совсем без рая, да, неправильно сказал. То есть рай был закрыт. Они не имели возможности войти в рай. То есть все люди, умирая, шли в то место, которое мы называем ад. Сначала люди жили 900 лет, 800, 700. Эта жизнь, она и сейчас сокращается. Вот мы знаем, даже вот мужской средний возраст, он с каждым десятилетием очень сильно сокращается. Да, и женский тоже. Да, на нашей планете. Это все от того, что вот грех, он человечество вот так вот разрушает. Так вот, люди жили, они слышали Бога через пророков. Да? Бог избирает свой народ. После вот грехопадения, да, проходит время, там проходит Вавилон. Сначала у нас был потоп, мы это знаем, да, Вавилонская башня. А потом Бог избирает народ, который называется израильским. Слово Израиль обозначает с одной стороны боговидец, с другой стороны богоборец. Да, то есть народ, которому Бог давал свое откровение, но народ, который в то же время как-то вот от Бога отступал очень часто. И Бог через пророков открывается, что придет Мессия, придет Спаситель. До конца люди не понимали, что сам Бог станет человеком. Для чего же Бог стал человеком, как это произошло? 2021 год назад, как мы говорим по-турински, «Пурган кижа парган». Бог становится человеком и приходит в этот мир. Этот день мы празднуем, называя его Рождество Христово. То есть от
Господь выбирает человека, который смог бы принять. Этот человек – это самый святой человек, который жил на земле. Это Дева Богородица. Через Деву Марию, через Пресвятую Богородицу Господь становится человеком. И вот Бог ходит среди людей в чреве Божьей Матери, без участия мужчины. Он сам, Бог, создает себе человеческое тело и человеческую душу. Вот. То есть мы называем это зачатие бессеменным. При Пресвятой Богородице не было мужа, не было мужчины, она дева. Так вот, и вот Господь ходит среди людей, маленький Иисус, он несет послушание своей матери, он идет за водой, представляете, идет за водой, да, Создатель всего этого мира. Он занимается плотническим делом, а в 30 лет он выходит на проповедь. Так вот, что изменилось с тех пор, как вот Господь стал человеком? Я сказал, что если бы человек предстал пред Богом во всей славе Бога, то человек просто сгорел. Но вот когда Бог стал человеком, принял на себя человеческую плоть, человеческую душу, мы имеем возможность этого близкого богообщения через Иисуса Христа, через воплотившегося Сына Божия, через Бог, который стал человеком. Он ходит среди людей. То есть и вот люди, да, не понимают, да, что это Бог. Но для чего же Бог стал человеком? Во-первых, да, Он разрушил вот эту вот преграду, которая появилась вследствие изменения человеческой природы. Но оставалось еще другие преграды. Это преграда греха. Ведь мы грешные люди, а Бог безгрешная личность, и мы не можем с Ним соединиться. А мы созданы для чего? Созданы для того, чтобы иметь с Богом тесную и близкую связь. И вот Господь ходит по земле 30 лет, делает те дела, которые никто никогда не делал. Он воскрешает мертвых. Это было не раз. Он возвращает зрение слепым. Он 5 хлебами кормит более 5000 человек. Его слово разит людей. И за ним идут толпы. А некоторые начинают отворачиваться, потому что совесть начинает их угрызать. И вот происходят такие вещи, которые, в принципе, никогда от одного человека не происходили. И в народе израильском были учителя народа, которые пытались быть поводырями, но сами жили во грехах. Они начинают Христу завидовать. Они начинают завидовать. Их зовут фарисеи, саддукеи, книжники, но мы не будем подробно это останавливаться. И вот они в один момент, после того, как Христос воскрешает уже четверодневного покойника, решают его убить. Христос знал, что это произойдет. И Он добровольно пришел именно это. Почему? Каждый человек, который живет и будет жить в этом мире, каждый человек грешен. И все мы должны быть наказаны за свои грехи. Потому что есть Божья справедливость. Человек согрешил, он должен понести наказание. И как же нам избавиться от наказания? Кто-то скажет молиться, кто-то еще что-то, но это недостаточно. Нужно кто-то, чтобы взял наказание на себя. И вот Христос безгрешный. Он прожил эту жизнь, он не согрешил ни разу. Он показал, что человек может не грешить. Он добровольно отдает себя этим завистникам на смерть, на поносную, уничиженную смерть, чтобы принести Богу Отцу за наши грехи искупительную жертву. Вот. Представляете? То есть я должен быть на кресте, вы должны быть на кресте. Каждый человек должен быть на кресте, потому что мы все грешим. Он не грешил, Иисус Христос, не делал ни одного греха, но Он вместо каждого из нас идет на крест, идет умирать, чтобы пролить кровь за все человечество, чтобы чашу гнева Божьего, которая, вот, скажем так, наполнилась, да, вот за вот эти 5000 лет от создания мира до времени жизни Иисуса Христа, чтобы испить эту чашу гнева Божьего и взять на себя этот гнев. Представляете, Он умирает вместо каждого из нас, и тем самым Он являет свою безграничную любовь. Бог Отец являет свою любовь, что Сына Своего отдает на смерть. Бог Сын являет свою любовь тем, что отдает себя в жертву Богу Отцу. И Он умирает за нас. И вот эта преграда греха, она разрушается. То есть приносится за нас искупительная жертва. И вместо нас Он умирает. И остается третья преграда смерти. И вот Христос 3 дня был в гробу, и на 3-й день воскресает. Он взрывает смерть изнутри, и каждый человек теперь воскреснет, когда Христос снова придет в этот мир. Это вот вкратце, для чего Бог стал человеком. После этого, через 40 дней, Христос возносится на небо в этом человеческом теле. Через 10 дней Бог, Дух Святой, приходит в этот мир и создает новый народ, который называется Святая Православная Церковь. В этот народ входят все люди со всей вселенной, все те люди, которые откликнулись на Божий призыв. Это вот вкратце такое догматическое учение Церкви,
зачем Бог стал человеком, кто такой Иисус Христос. Ну, а теперь хотелось бы сказать несколько таких слов о личном отношении с Богом. Да, Да, вот, то есть, да, понятно, Бог принес жертву, то есть Да. пострадал за нас всех. А как мы сегодня можем избежать, или вернее, как должно молиться, что должны делать Да, смотрите. православные? Бог принес жертву за каждого человека. И вот Он сказал, кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. То есть как мне стать участником этой жертвы Христа? Ведь Он умер за грехи наши. Что же, теперь мои грехи прощены? Нет. Причастность к этой жертве у христианина происходит через принятие им святого крещения. То есть когда человек значит, готовится стать христианином, от него требуется иметь веру, что Христос истинный Бог, требуется от него желание жить свято, то есть покаяние, да, изменить свою жизнь. И в крещении, когда человек погружается в воду трикратно, Бог прощает ему все грехи, которые он когда-либо сделал. Вот это вот важная новость, которую Церковь всегда возвещала, уже 2000 лет возвещает. Никто, кроме Иисуса Христа, не может простить человеку грехи. У Него только есть эта власть. Но после крещения человек вновь начинает грешить, но он должен Да, каяться. когда человек крещен уже, он, конечно, будет грешить. Он имеет уже возможность каяться, приходить в церковь и Таинстве отмаливать свои грехи. Нет, отмаливать грехи мы не можем. Да? Ну а как правильно? В таинстве исповеди, в таинстве покаяния Бог нам прощает те грехи, которые мы совершили после крещения. Потому что человек немощное существо, и, конечно, мы ежедневно падаем, даже если пытаемся бороться со грехом. Так вот, никто, кроме Иисуса Христа, не может простить нам грехи. Поэтому, почему? Потому что Он создал нас. Он в человеческом теле, человеческой душой прожил эту земную жизнь. Он принес за нас искупительную жертву. И вот Он прощает нам грехи. В исповеди это приходит, он совершает прощение грехов через священника, которых сам Он поставил. Ибо Он сказал, да, что кому вы простите, Он сказал это апостолам, тому и я прощу от апостола. Эту власть передавали епископам и так далее. Вот до священников дошло. И вот что еще хотелось бы очень сильно сказать. Мы думаем, что Бог где-то далеко, там, вот, где-то там на небе еще. Бог, Он везде, вездесущий. Как я сказал, Он Творец, да? Он есть Дух. Вот в теле Своем Христос пребывает на небе, на небесном престоле. И в теле Своем Он придет судить нас однажды, все люди воскреснут. Но вот Духом Своим Христос пребывает везде. Он пребывает особым образом в храмах Божьих, особым образом в сердцах святых, праведных людей. Бог является любовью. То есть так, как нас любит Иисус Христос, нас не любит никто. Мы не можем никого так любить, как нас любит Иисус Христос. Мать не может любить своего ребенка так, как нас всех любит Иисус Христос. Потому что Он наш Создатель, Он умер за нас. И вот, когда мы смотрим на крест, мы видим Его, как бы вот Он объятиями своими зовет нас к себе, видим Его пронзенные руки, мы видим эту безграничную божественную любовь. И каждый человек может открыть эту любовь для себя только лишь, если он откроет Богу свое сердце. Если он скажет: «Да, Господи, мне нужна истина. Откройся мне, Господи, и я Тебе послужу. Откройся, открой мне себя». Многие люди боятся это сделать. Да, почему? Нужно. Потому что вот я вот общаюсь с людьми, говорят: «Ну ты скажи Богу, там, Господи, я хочу быть с Тобой, я хочу, откройся мне». А человек боится. Почему? Потому что знает, что Христос там много того, что есть в моей жизни, Христос запрещает делать. И мне как бы страшно, да, ведь совесть — это и есть голос То есть Христа. надо меняться? Да. Человек, боясь измениться, он не может принять Иисуса Христа. И вот, когда мы приходим домой, мы видим еду. Это Иисус Христос нам дал. У нас есть одежда. Это дар Иисуса Христа. У нас есть родственники. Дар Иисуса Христа. Крыша над головой. Это дар Иисуса Христа. Вот если человек... Есть один из способов найти Бога, это Бога благодарить, перечисляя то, что Он имеет. Вот это дети, это не мои дети, это дети Христа. А здоровье Иисус Христос дал. И так человек, когда начинает Бога благодарить, Бог реально вмешивается в его жизнь. Потому что, как говорят святые, от благодарности умножаются дары благодетеля. А от неблагодарности, знаете, человек ропщет, говорит: «Ну что, покажи мне там своего Бога». Конечно, это дерзость, и Бог не будет открываться таким людям. Но если человек смиренно говорит: «Да, Господи, Ты все создал, все, что мне есть доброго от Тебя, откройся мне, вот я Тебе послужу». Еще, знаете, тоже такой момент с атеистами, когда общаешься, говоришь, да, то есть скажи так:
Господи, откройся мне, я тебе послужу. Они говорят, а зачем я должен говорить, я тебе послужу? Они боятся, а вдруг Бог-то есть, и мне придется Ему служить еще, да? Вот, поэтому эту любовь Божию Иисуса Христа, Иисус Христа каждый человек может почувствовать. И в завершение еще вот скажу важную вещь. Каждый человек в любой момент своей жизни может к Иисусу Христу обратиться. Есть такие ситуации, когда не может помочь никто, ни полиция, ни врачи, ни деньги, ни друзья, никто. Вот эти все ситуации, они происходят в нашей жизни не без промысла Божия. И когда человек от всего сердца говорит, вот Господи Иисус Христос, вот явись мне, помоги мне, ни один человек не остается неуслышан, ни один человек. Вот, потому что Христос рядом. И эти ситуации во многом происходят тоже по Его попечению о нас. Потому что человеку сложно прийти к Богу, если он живет, знаете, как благополучно, комфортно, вроде как рай на земле, вроде как там жизни нет вечно, тут хорошо. То есть знак определенный. Да, а Бог нам показывает, нет, мы все умрем. И там есть две формы существования. Вечной радости и вечных мучений. И вот жизнь дана только лишь для того, чтобы мы сделали выбор, где я хочу быть. С Тобой, Господи, в вечной радости. Или мне это не нужно, понимаете? Вот, поэтому хочется всем нам пожелать встретить Иисуса Христа, живого Бога, который любит нас очень сильно и слышит даже, когда мы вслух молитвы не говорим, Он слышит наши слова, слышит то, что у нас на сердце, слышит все наши мысли. И нет никого к нам ближе, чем Иисус Христос. Спасибо, Антоний. Было невероятно интересно, многое нового узнала. Это была программа «Православный взгляд» на телеканале ТУВА-24, которая выходит каждую пятницу. Если не успели посмотреть, она будет размещена в наших социальных сетях. А сегодня в студии был руководитель миссионерского отдела Кызылской епархии Антоний Дулевич. Иисус Христос, Беле. Спасибо.